Согласно якутскому поверью, когда рождается мальчик, в глухой тайге ликует ворон. От добычи будущего охотника и на его долю достанется. Вот он и кружит в предвкушении пира, ничто не укроется от его зоркого ока. На восточном берегу Алдан-реки богатырями и охотниками славился Байгантайский род. По долинам и аласам расселялись, рождали детей, учили их уму-разуму. Девочек берегли, как колыбель будущего. Мальчиков растили, как кормильцев и защитников рода своего. Мапея Хлопков проснулся от того, что прямо над головой раздался голос, возвестивший о рождении сына, да еще и с особой отметиной под мышками и со счастливой судьбою. Пораженный столь явственно прозвучавшей вестью, Мапей вышел в другую половину балагана и увидел, что жена его держала у груди крохотного мальчонку. Третьего ребенка в семье нарекли Федором. С 7 лет от роду Федор остался сиротой. И неизвестно, как сложилась бы судьба мальчика, если бы небольшой Федор, старший брат. Невысокого роста, но неимоверно выносливый и сильный, большой Федор перемахивал через изгородь с поклажей в 1 центнер. После смерти своей жены он воспитал 2 дочерей, братьев и сестер, заботился о каждом. Это он подарил 7-летнему брату Федору ружье и строго спрашивал с него за боеготовность оружия, учил таежным премудростям и охотничьим навыкам. Шли годы. Федору 20 лет. Как и вся молодежь того времени, он весь в запале стахановского движения. Уехал из родного села на Золотой Алдан по призыву комсомола. На прииске Арачон он впервые познакомился с русскими парнями, веселыми, разбитными и работящими. У них учился русскому языку и сноровке шахтера-откатчика. А после смены многие из новых его товарищей спешили на курсы ворошиловских стрелков. Выполнить нормативы и стать ворошиловским стрелком не стоило труда бывалому охотнику. Золотой песок шел в казну родины, а Федор по возвращению в родной Крест-Хальжай стал и механизатором, и охотником.
С первым снегом он ступал на привычную охотничью тропу. К тому времени встретил и судьбу свою Аннушку. Они нарекли своего первенца именем старшего брата Федора. К началу войны Федору Охлопкову исполнилось 33 года. В августе в самую сенокосную страду принесли ему повестку. «Ну что же, воевать так воевать», — решил Федор. На что Большой Федор, говорят, ответил: «Воевать, брат, не сено косить. Но коль и тебя, человека семейного, призывают, знать война затянется». Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского колхозной В этот жизни, день до самой еще ночи более раздавали повестки счастливой по и селам. зажиточной. Среди сотни призванных Осенним был и вечером в двоюродный сельском брат клубе собралось Федора Василий. правление. Им повезло попасть в одну часть и воевать плечом к плечу. Федор Охлопков прошел по военной дороге от начала и до самого конца. Рядом, один за другим, сраженные вражеской пулей, снарядом или бомбой, падали товарищи. А он, как в поговорке, смелого пули боится, словно заговоренный, в любой атаке оставался живым и невредимым. Tağaha heniyele tötürü tağastağına bir de o kadar türükle vardı bulca nübüğ yağız. Epi tapat. Yoda tağastağına ayak payı ondan takar değil. O takı bu bilgi burası tığla yakmadı öyle bırakanlar. Yören uğrağı bağızlığı bağlı. Nütçe bırakmadı olduk. Oruçluğuna yakalı üretediyen. Bir yere seher bileti. Даже после войны он не любил говорить о своем везении, словно до сих пор не верил, как можно было выжить в таком аду. После присвоения ему звания Героя Советского Союза Николай Егорович Мординов хотел написать книгу о нем. А Хлопков недоумевал, как можно писать, если сам не воевал. Он высказал писателю свою давнюю боль, которую носил годами. «Я убивал людей, а у них были и отец, и мать, и дети», на что Николай Егорович ответил: «Федор Матвеевич, это же были фашисты. Ты защитил то, что они хотели у тебя отнять и разрушить». Василий всегда был рядом и как бы ненароком прикрывал его. В редкие минуты затишья говорили на родном языке, вспоминая близких. Федор настолько привык к присутствию Василия, что и мысли не допускал о его гибели. Но пришел день и пришел бой, в котором суждено было им расстаться навсегда.
Yukarıda diğer yolunu katakını kuydu. Bırakın hükümet kıyarı. Atakta olduğunda. Karan samamanın bergetin sireye uğrama. Hasta bitti. Yanımın yüçela hani bilbek ki doğru ok kalın diye mukanı sanarlar. O uğrum öldüğüne diyem o batak. Hem bin de erkeği var. Kem ballıgıran yüçela kalır ballıgıranlar künayı ödüğüm hananın araletine adı canım. Ondan bulduğunda çoğda sıyaktır bu. Hatta min de ana. O havatın bunu diye kutu kasa oku gibi tinkenler var. Ölertiler çorsuyum dedi. Bu manlık ereği koruyor kılıdın öldü kadar hindiye kutu. Hücreti var kennette. Oğut. «27 солдат и офицеров Титов истребил истребил Федор в том бою. 235 гитлеровцев. Так он впервые открыл счет своей мести фашистам. Есть 230. Лето 1942 года. Враг рвался к Сталинграду и на Кавказ. Чтобы оттянуть оттуда его силы, командование советской армии провело ряд наступательных операций под Великими Луками и Ржевом. Здесь Охлопков получил свое 4-е ранение и 1-й боевой орден – Орден Красной Звезды. Через год – Орден Отечественной войны 2-й степени. Всего за период боев в Смоленской области Федор уничтожил 51 гитлеровца. Сегодня имеются сведения, что на Ржевском направлении наших воинов погибло больше, чем на подступах к Сталинграду. Дивизия, в которой служил Охлопков, только за неделю с 10 по 17 августа потеряла убитыми и ранеными свыше 6000 бойцов. Так, день за днем, месяц, год, второй ходил он в атаку, продолжая наращивать счет, предъявленный фашистам. Вскоре его имя стало известно всему фронту. Появились статьи в газетах. В одной из них Федор Охлопков сказал корреспонденту: «Воевать равнодушно нельзя. Надо ненавидеть врага всеми силами души». Федор Матвеевич Риге тегенич векурага тонча толсис тюденис тесылдаха и двете очара дедет мо кым хагат келерете о кым хагатка кинети защитной тамстах пултоха окопахатара бинтопкатын тутахатара варете онной булахагаттарын келтерабитер Ехавка статья бигар. Вот и был снайпер, хлопка Педер, воскён урон таван так бутаден. И купилет хохан кудуктаате. Онтан ла Педер Матвеевич, а когда нелер, деки хибиттен, деки хибидон кудуктен. Курупская ден хокоса такина хокоса ната. Олар он яктырмах ситтереде. Юрий götüyü Yehede dukaya nerediyen, emekatlar bararıgar alkan halbıttırediyen. Gevsetellerini isterim. Весной 1942 года он впервые взял в руки снайперскую винтовку. Боевая слава снайпера связана со 179-й стрелковой дивизией 43-й армии, в которой служил до 1944 года. Снайперское движение зародилось в 1942 году. Снайперами стали Кульбертинов, Гуляев, Миронов, Ковров, исчислявшие свои боевые счета сотнями уничтоженных фашистов. Пальма первенства среди снайперов принадлежала, конечно, Федору Охлопкову. Ему помогала интуиция охотника, а в бою четкая самодисциплина. Ничего не делал наавось. С одного места стрелял только один раз и сразу менял позицию. Терпение и выносливость не однажды спасали ему жизнь. Счет уничтоженных фашистов продолжал расти.
Федора Хлопкова более 6 раз представляли к правительственным наградам, в том числе к высокому званию Героя Советского Союза в 1944 году. На фронте за снайпером кто только не охотился. И зенитчики, и автоматчики, и те же снайперы. Потому срок жизни снайпера на передовой длится недолго. А Федор умело использовал треск пулемета, шум боя, гул пролетающего самолета. Под все эти шумы он искусно маскировал свой снайперский выстрел. Таким образом, до начала белорусской наступательной операции его боевой счет достиг рекордной цифры – 429 уничтоженных гитлеровцев. Один воин-якут уничтожил больше батальона врагов. Немецтен österken, österolukta. Kadın oldu yine toplama. Oraya tak. Otomağı ötüyor güdüteler. Toko bastan kororlu. Kanat eddim diye. Bunu kendisi bir kiyini eder bağı, kırasaya bağı. Nemes. Öyle bütün koramlar. Ki vallahi. Diğer bir kere jeti bitalı, ontalı kanatı hedimden korba poptun diye. Yavru kayda fişkete hedimden, harekatı hedimden, harekatı hedimden ne korar. Bile tecrübe kanunu hedimden bilerenler olmadı. Человеческое любопытство что-то бывает. Вот они бitalı. Он то oldu. Нарбудан şöyle huakları hepinde oldu. Hata kene ondan sanata tuyulan ilita ta gambe peta. Bastan tu mutayta barat. — 23 июня 1944 года в Белоруссии на подступах к деревне Шумилино 4-я рота 259-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии залегла под ураганным огнем противника. В этом бою Охлопков метким огнем ликвидировал 2 пулеметных расчета и расчет противотанковой пушки противника. Был ранен, но не ушел с поля боя, а повел группу бойцов в обход высоты, на которой находился наблюдательный пункт врага, и уничтожил 17 гитлеровцев. Он не успел понять, как это произошло. Разрывная пуля прошла его насквозь.
Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков. Среди этих солдат в сомкнутом парадном строю шагал Федор Охлопков, лично уничтоживший 429 фашистов. Он чеканил шаг за шагом по кремлевской брусчатке и думал лишь об одном — победа. Это наша победа, а я жив, жив. «20 лет мирной жизни». У Федора Матвеевича и Анны Николаевны родилось еще 8 детей. А Хлопков был счастлив. С каждым из них он вел себя так же, как в свое время воспитывал его Большой Федор. Он учил их трудиться на земле, ценить то малое, что было тогда в их небогатой семье. В 1946 году Федора Матвеевича избрали депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР второго созыва, и он дважды побывал в Москве на съездах депутатов. Неоднократно избирался членом Якутского обкома КПСС, активно работал в родном совхозе. Дах хастаны не болан элбах баугуну итанатан жонота докторади. Он не бит. Бага барар оглана. Он качтын сигин калдыра. Онтан кия улегадан иди бүдүлө улахайдер. Улахага аханьянедер. Я долан нати. Таксаттан идетни эгер букаролорун көрө. Мана ханган Кини постоянно нар үлега хиджер болар, олар бейик яхут ербутигар. Кини үлетер хиджен келер, коютан келер болар эт, эбете булттан келер. Онтан асы да турдак бутна уже үлете бар булт болар. Аны бидде мерде онна хабейне битнен иккен. Че утрута олар онна чай долар олар нистер болар эт. Онна ча еще и духамайда халбути кини бейга кехикна галай. Бачылар да бекрова боллак бутикин эттен кехикете хэммитити. Хадре тимир халак лампасы екен петтен бар болачы ди оннуга калдыгына жүйрүк кетибе болор эти бит. Оннотон гөрөй болбутун кенне тынчы дошалтан талдакка билгенити өтөк бүтө турар жеген битер. Онна же бары агабыт нанын бары суулахамыт бит түйөк костургу хемсен бар болор эти бит айтыкан ойна бары кыражы обрена хам кең жия хаддарана хакиен курдук эти. Кырас көрүнө хабычыны кең киддап битна хаддары. Ыракан багай курдук эти бул дубарос курдук туора курдук боллагати. Хамай абаа көрөрө жакенени өлө деба көрөрө. Ал быннаханы сымыялаханы буротын нырыктыгы багыр. Бегеттен олорттан буростан нырыктыгы дирете. Алтын үлөгө болланам вонна улокко на бейтен колбур болахаты. Бикар такка этер. Энде доктор үлетеген эбетер боллана эрки үлетеген түрдөр аруу такка. Эрки тисте бар таатыкта. Арас эрки болдың эн билин улатыя. Бул тубарыган, онны мен үлели барыган. Онны бара бул хатаакы бен хатан тиктер булуктакын. Таакка кун бен хатан курдунар булуктакын. Кимде инен келиу хади. Аскын бен барна хатан аслар булуктакын. Чекейли хидиянге. Онан кини итни бейте дирете. 6 мая 1965 года радио Советского Союза передало вести о том, что 5 участникам Великой Отечественной войны присвоено звание Героев Советского Союза. Среди них был Федор Матвеевич Охлопков.
С тех пор в Крест-Хольжае их семью называли не иначе, как герои Охлопковы. Ведь и Анне Николаевне было присвоено звание матери-героини. Что за судьба выпала на долю этих людей? Федор пронес через всю войну свой личный счет к тем, кто посмел нарушить мирную жизнь его родины, а после войны он подарил миру столько жизней, что сегодня, в день его столетия, мы вновь видим Байгантайский род умножающимся и процветающим.